Добрый день, дорогие телезрители! В эфире телеканала Якутия-24. Старая добрая программа «Один из нас», которую вот уже много лет веду я, журналист Дмитрий Аргунов. И буквально вот совсем недавно мы говорили о лесной теме, о теме вырубки или освоения, скажем так, лесных ресурсов. У нас тогда присутствовали Сахам Миланович Афанасьев и Михаил Чаросов. В основном экологию мы ударили. Сегодня мы поговорим о профилактике очень опасного и, скажем, серьезного такого явления, как лесные пожары. У нас сегодня в студии гости заместитель министра экологии Андрей Коноплев. Здравствуйте. Здравствуйте. И руководитель ГБУ «Авиалесоохрана Республики». Это одни из тех, которые борются с лесными пожарами. Владимир Леонов. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, буквально вчера мы записываемся в пятницу, эфир у нас будет в субботу. Вчера, в четверг, прошло большое совещание с участием главы по профилактике нежелательного такого опасного явления, как лесные пожары. 3 числа собирал курирующий зампред Дмитрий Дмитриевич Садовников, практически тем же составом, наверное, я не присутствовал, но опять же было акцентировано внимание на профилактике тех явлений, которые могут вызвать неконтролируемые уже масштабы явлений. Ну, у нас в первую очередь, конечно, печальный опыт прошлого года заставил принять хорошее решение, я это имею в виду увеличение численности и вашего штатного расписания, и количество работников лесресурса, которые призваны бороться с огнем, когда он возникает. Мы сегодня говорим о профилактике. Ну, конечно же, будем затрагивать и ту тему, которая непосредственно касается вас. Ну, в первую, наверное, все-таки мой вопрос Андрею Николаевичу. Андрей Николаевич, я понимаю, что вот вы пришли с Нерюнгри, да, Нерюнгринское лесничество, замечательное, хорошее такие лесничество, которое, ну, видно, оно красивое, оно богатое, оно такое. Но это не минус, это, наверное, скорее плюс. Нерюнгри в сводках, скажем так, печальных сводках, оно фигурировало достаточно редко. Это, считайте, плюс большой. Да? Давайте вот начнем. Как была налажена работа в Нерюнгри? Вот что позволило гореть нерюнгринским лесам меньше? Меньше, но если рассматривать, я хотел бы вот немножко, не то что предысторию, о чем вы говорили, про совещание, да, мы сейчас не говорим про лесные пожары, это стоит отметить. То есть сейчас вот этот майский период, он в первую очередь характеризуется ландшафтными пожарами, то есть пожарами на территориях иных категорий, в частности, земли сельхозназначения. Почему, скажем так, постоянно ротируются эти совещания на уровне зампреда, главы, у нас оперативный штаб постоянно заседает. На сегодняшний день, чтобы было понимание, законодатель развел немножко два понятия: лесной пожар и ландшафтный пожар. Также была разведена и ответственность. То есть лесные пожары остаются в нашей компетентности и всей ответственности. Мы за это несем непосредственно прямую ответственность. А по ландшафтным пожарам теперь это возложено на субъект. Муниципалитеты. Но тут говорится субъект, а виновники будут, скорее всего, уводиться в муниципальное образование. И поэтому это не то, что идет постоянно стращение органов местного самоуправления. Хотим донести, что, ребята, у вас появилась ответственность, надо менять немножко подход к этому всему, менять в том смысле, что нужно принимать какие-то действенные меры. То есть надо подключаться к профилактике этих мероприятий, да, то есть не допускать выжигания сухой травы. Законодательством запрещено это уже на протяжении 6 лет, но у нас по инерции еще, как сказать, культура очень тяжело меняется во времени, да, людей. Они привыкли, и по инерции эти, скажем так, мероприятия, они происходят. Но они логичны. С точки зрения сельчанина, с точки зрения того, кто работает на земле, сельхозпал, он логичен. Вот сколько я проводил различного рода мероприятий, да, очень много вопросов к руководителям различного ранга было такое: почему были запрещены сельхозпалы? Кто-нибудь может мне сказать, ну,
В чем минус вот это вот явление? Ну, начнем с того, что, во-первых, сама структура сельского хозяйства очень поменялась, да, потому что у всех на памяти это как раз советские годы, когда колхозы, совхозы, куча людей, куча техники, а на сегодняшний день сегодняшние сельхозпроизводители это частные лица, небольшие, скажем так, какие-то кооперации, да, соответственно, людей, в том числе как бы рабочей силы, недостаточно, техники недостаточно, и, соответственно, то, что они содержат, их штаты направлены только на получение конечного результата, то есть какой-то сельхозпродукции. И уж говорить о том, что они будут тушить свою территорию прилегающую, тут большой вопрос. То есть будет их не хватать. И мы за это тоже как бы переживаем, потому что вот эти сельхозпожары, если сейчас упустить вот этот момент весенний, они к нам придут лесными. Да, мы поэтому, скажем так, слово пожаров, ну, объединяем. Хотя вы говорите, что есть градация ландшафтный пожар, в которых мы будем говорить о природных пожарах. Да, вот так они. Пожар природный. Природное явление, которое жуткое явление, которое в прошлом году уничтожило целый населенный пункт. Да? У нас, еще раз говорю, мы до эфира вот с Владимиром Сергеевичем сказали, пока петух не клюнет, ну, мужик не перекрестится. Но с учетом, вот еще раз, очень печального прошлогоднего опыта, я очень надеюсь, что все руководители муниципалитетов, обычные граждане, да, руководители тех подразделений, которые, ну, коими вы являетесь, все как один направят силы на то, чтобы, ну, профилактика – это лучшее решение. Лучше не воевать вообще с пожаром-то. Согласны вы? Конечно, лучше не допустить. Но здесь даже можно говорить не о примере прошлогоднем. Вот уже пример этого года есть на территории Российской Федерации. Да. У нас еще не наступил пожароопасный сезон. А субъекты рядом, которые находятся, вот возьмите Чита, Красноярский край, там Курган, там уже проблема, уже более 300 строений сгорело, уже люди остались некоторые без нажитого имущества. И здесь пострадавшие имеются. Поэтому здесь надо уже лучше учиться на примере как бы чужого региона, другого, вернее, региона России. Это все равно мы все вместе. Но смотреть, что происходит там и зачем нам проблемы здесь, в нашем субъекте. Вот Арсений Николаевич правильно сказал, если мы сейчас упустим эту ситуацию, майские пожары плавно перейдут в июньские, но у нас будет проблема. Проблема будет прошлогодняя. Потому что так и произошло. Когда начали зажигать, потом начались почвенные пожары, подземные, уже привлечение техники, уже дополнительные силы, тушение затруднено. Уже будет проблема того района, в котором это все возникнет. Ну и, естественно, и у нас у самих будет проблема. Подземные пожары, Владимир Сергеевич, торфяные пожары, они здесь, в Якутии, это реальность, да? Конечно. И вот на сегодняшний день я знаю, что зимой горели пожары такие же в Верхневилюйском районе, на севере. Там торфяные заготовки в свое время, в военное время в арктических зонах велись. Вот у нас был опыт позапрошлых годов, когда в Батагае, вот в Верхоянском районе были почвенные пожары, там тушение было затруднено. Есть даже у нас вот фотографии, когда люди как траншею, как окоп рыли. То есть глубина большая, 1,5 метра доходила, метр. Это по центральной части это небольшая глубина, а для северной части это же очень много. И потушить его проблематично, потому что под низом уже мерзлота идет. А пожар он тлеет, потом переходит, выскочил и пошло. Но история шахты в Сангарах, которая горит десятилетиями, вот по-моему... Да, то есть такие пожары спокойно перезимовывают зиму, и потом и при благоприятных условиях ветер... Если небольшой снежный покров, то, естественно, в весенний период половодье его не зальет. Понимаете? То есть эта проблема может уже у нас появиться в начале июня или там в середине июня, когда вот он сейчас где-то спрятался, тлеет, потом может вылезти. Это все остатки сельхозпалов. У меня был опыт 90-х годов, когда сельхозпалы провели в мае месяце, в начале мая, а в середине, даже ближе к концу июня в Алекинском районе чуть поселок не сгорел. То есть тлел, вышел, это в 90-е годы, и верховым пожаром, то есть сначала по траве, потом в лес, верховым, и пошел в сторону населенного пункта. То есть проблема была очень серьезная. И это кажется, что вроде мы запалили, но прошло, вроде дыма нет, огня нет, все хорошо. Это не все хорошо. Даже когда мы забираем порой людей, начинаем перебрасывать, там, где уже неделю стоит пожар и не горит, качка черная,
Начинает вертолет, если проходит, уже видно, как начинает это, как доменная печь раздаваться. Скрытые очаги-то есть. Поэтому здесь шутить не надо на сельхозугодиях. Дорогие собеседники, вот от вас обоих прозвучало майские пожары, оно звучит как связанное непосредственно с майскими праздниками. Да? Но я согласен, что человеческий фактор здесь достаточно большой. Люди после долгой зимы собираются на природу, отдыхать, как и водятся, там, шашлычки и так далее, и так далее. Ну, вот эти причины тоже, наверное, как бы не следует сбрасывать со счетов. Но мы их называем майскими не просто так, это констатация фактов уже. Они в мае. Это анализ, если взять тех же термоточек, появившихся в республике Саха-Якутия, как раз это с 1 по 3 число. То есть это люди, те, кто отдохнул 1 мая на природе, возможно. То есть мы сейчас не говорим, да, про каких-то личностей, но статистика пошла сразу. А у нас впереди 9 мая, и снова у нас выходные дни, погода радовать начинает. Люди уже засиделись после пандемии, хотят выйти, да, разгуляться. Но главное, чтобы они ответственно относились к своему поведению. Вот сводки с регионов звучат, да, с Хакасии, там, с Красноярска и так далее. Сводки, ну, в новостных выпусках. И там в 80 случаях виновные найдены, им объяснена мера ответственности, которую они понесут. У нас как с этим обстоит, как с выявлением? Я вижу, что в лесах полно экологических полицейских, кто там, может, сотрудники лесничества и так далее вышли. Но достаточно ли вот этих мер, чтобы вот вблизи населенных пунктов площадки все охватить и, скажем так, заставить людей соблюдать определенные меры безопасности? Ну, на сегодняшний день проводятся патрульные рейды мероприятия, и там участвует целый перечень организаций, которые привлекают, ну то есть это люди, которые наделены правом привлекать к ответственности, составлять протоколы административной ответственности, потом постановления. Это и Росгвардия, МВД, значит, инспектора лесные, инспектора экологи. Там очень большой спектр. И ответственность сейчас, она увеличилась. Но не дай бог еще от того, что произойдет, скажем, просто нарушение пожарной безопасности, это один штраф. Но если вытечет это в лесной пожар, там уже абсолютно другая история становится. Там цифры, затраты огромные идут. Ну, наверное, нашим жителям неподъемные. Лучше знать, что стоимость вертолета это 300 тысяч летный час, минимум 300 тысяч летный час. Ан-2 это порядка 170 тысяч летный час. Ну и все прочие сопутствующие затраты, ГСМ, передвижение техники, доставка техники, это все потом обсчитывается и ложится суммарно в затраты на тушение лесного пожара, не считая того ущерба, который будет нанесен лесному фонду. И это выходит миллионы, даже десятки миллионов выходит. И если этот виновник будет выявлен, я ему просто не завидую. То есть он попадет в такую кабалу, и это такие случаи уже есть, решения судебные есть, миллионные штрафы выписываются, возмещения, уголовные дела возбуждаются, люди осужденные есть, условные сроки, есть реальные сроки по Российской Федерации. Поэтому здесь с этим шутить не надо. Я не думаю, что тот, который выходит в лес и поджигает траву, не думает о последствиях. Только больной человек может этим заниматься. То есть, если ты зажигаешь спичку и бросаешь ее, скажем так, в траву, ты должен понимать об той ответственности, которая потом последует. И если ты нанесешь урон лесному хозяйству, или же еще хлеще нанесешь урон своему соседу по даче, да? Вот захотел траву спалить, а спалил вместо травы свой дом и еще соседа. Ну, кто ему спасибо за это скажет? Я думаю... А как здесь избежать такой компанейщины, ну, поисков там козлов отпущения и так далее? Нет, здесь компанейщины нет. Понимаете, вот вы же не пойдете проводить выжигание на соседском участке. Вы будете проводить на своем. Да. И если туда придет чужой человек, вы, наверное, первый узнаете, и вы будете его, мягко говоря, удалять со своего участка. И, естественно, там, где возникнет вот это возгорание, нести ответственность будет собственник данного участка. Он обязан охранять свой участок, не поджигать его. Здесь сейчас уже система поменялась. Там искать виновников сильно не будут. Твой участок охраняй. Если там возник пожар и нанес урон, будешь отвечать. Поэтому здесь надо 100 раз подумать, стоит ли поджигать.
Ну, сейчас технически же больше возможностей. Сейчас через спутниковый мониторинг прямо видно развитие пожара. Да, откуда пошел, он куда начался. пошел. Здесь не скажешь, что там сосед. Участки, ну, мы сейчас вот опять же возвращаемся к сельскохозяйственному годе. В основном они же все распределены, они все стоят на кадастровом учете. Там вопроса вычисления оно не стоит. И органы не будут голову ломать, то есть они подымут весь анализ, и там будет видно, что с этого участка на этот участок выписано разрешение или предоставлен он в пользование тому-то, тому-то, тому-то. В лесном фонде немножко посложнее. То есть там арендованные участки мы знаем, кто арендатор, то есть там на них проблем нету. А вот в неарендованных, вот здесь вот сложнее установить виновное лицо. Опять же, если человек, но как обычно, человек у нас в весенний период связан с переходом вот этих сухой травы в лесной фонд, а на территории лесного фонда в основном это либо линии электропередач в виде там, короткого замыкания, обрыва проводов, грозовые разряды от арендаторов и от заготовителей. Ну и охотники, рыбаки, ну, да, которые могут рыбаки, охотники. Но вот рыбаков и охотников сложнее догонять по тайге. Потому что когда пожар образуется, то есть это время уходит. И если это участок не арендованный, здесь вопросы есть. Но сейчас же путевки выдаются, с ними проводится профилактика, Да, спрашивают, да. куда они едут. То есть все равно определенный круг лиц будет выявлен, кто находится на том или ином участке и занимается там, добычей там, водоплавающей дичи. Но мы сейчас еще можем вернуться в предысторию. У нас в республике был закон о сельхозпалах, да, помните? Потом это все дело отменили, закрыли. Но даже в то время этот закон практически не выполнялся. Если бы его выполнять так, как положено, как написано в любом законе, в любом нормативном документе, то проблем вообще никаких нет. Там было, вот я его как сейчас помню, там было все расписано. Вот твой участок, ты его опахал определенным делом, минерализованную полосу, отжигаешь определенное количество, допустим, там полгектара сжигания, окараульня, прочее. То есть для того, чтобы провести данное мероприятие, все равно требуется материальный запас. То есть ресурс какой-то нужно использовать. Вот то, что Андрей Николаевич сказал, все заточены на приобретение быстрого дохода и с минимальными затратами. То есть спичку бросил, сел на лошадь, там факел привязал, проехал, спалил там ключ, а дальше трава не расти. Куда он дальше пойдет, это одна история. А если выполнять так, как положено, то проблем бы больших не было. Но из-за того, что ресурсов не хватает, сил не хватает, люди просто-напросто пытаются уйти. Думают, мы там тихонько подожгем, и на этом тема закроется. Выгорит, и вроде как я не я, и я здесь ни при чем. Я вернусь к первому вопросу, Андрей Николаевич. Да? Нерингри, может, горит в меньшей степени от того, что там мало сельхозпроизводителей? Да, во-первых, у нас промышленные районы, так сказать, промышленные лесничества, они немного отличаются. Специфика другая. Специфика, конъюнктура немножко другая, да, то есть там больше арендаторов ответственных, то есть которых проще контролировать, то есть участки распределены, то есть лесничий всегда знает, какое юридическое лицо у него находится в том или ином месте. Плюс обычно в этих районах отсутствуют земли сельхозназначения в таких количествах, таких площадей, как они представлены в центральных сельских районах. Вот. Ну и плюс промышленных концентрация населения, оно сконцентрировано вокруг какого-то моногорода, да, допустим, или агломерации, которые занимаются в промышленности непосредственно. То есть у нас в Нерингри было, там, допустим, 7 населенных пунктов, они все вдоль дорожной инфраструктуры расположены. И то есть такой проблем, как, допустим, с удаленными наслегами, как в центральной части, да, или в северной части, у нас не было. Вот с этим попроще. Плюс, конечно, если мы сейчас говорим про Нерингри, да, то есть развитие сотовой сети, интернета, все это в населенных пунктах есть. Лесничеством использовались все возможности донести информацию, начиная со СМИ, радио, телевидения, уже включая обычные социальные сети. К сожалению, да, в сегодняшний день выпадает у нас Инстаграм на сегодняшний день, то есть у нас было запрещенная в России организация. Хорошее количество подписчиков, то есть информация шла как оперативная, то есть сколько сегодня точек. Мы это все показывали, карты выкладывали, люди знали, где что творится, где какая опасность есть. И плюс профилактика, связанная с
с разъяснительной работой в школах, в колледжах, в институтах и плюс на предприятиях, которые являются арендаторами. Вот Ну, я считаю, что вот это был первый конец. Я как якутянин, как житель Центральной Якутии, пожелал бы вам на вашем посту больше, скажем, позитивного вот этого опыта вашего предыдущего места деятельности привнести на всю территорию республики. Да? Мы вернемся опять к вот этим совещаниям. Система космомониторинга уже потихонечку начинает отслеживать. Да? Раз мы говорим о количестве определенном, сейчас то 16, то 17, да, это по состоянию на 3 число было, термоточек. А там какова доля, скажем так, точек, которые техногенного характера, то есть сжигание мусора на полигонах там, или что-то типа такого? Там каждая термоточка, которая выявляется дистанционным способом, она потом идентифицируется. То есть, к примеру, сгорел дом, даже вот у нас под каждой строчкой, где вот идет с координатами, с графическим, мы уже идентифицируем и потом пишем примечание, что это. Сгорел дом, да, такое тоже было, там, порубочные остатки, там, сжигание попутного газа. Ну, то есть каждая причина, она предварительно расписывается. То есть любая точка, которая появляется в СДМ, она расшифровывается. Там либо она будет стоять, проверяется, если мы пока не можем, там день-два не можем определить, что это за причина, откуда взяли. Потому что сейчас мы еще пока не летаем, потому как нет пожароопасного сезона, не наступил еще. Но когда наступает пожароопасный сезон, каждая точка будет просто осматриваться с воздуха, если невозможно по земле туда попасть. Опыт прошлого года очень положительно в плане применения вот бытовых даже беспилотных летательных аппаратов. Да? То есть, когда добровольцы работали на лесных пожарах, там очень много, скажем так, малой авиации было задействовано. Любительских дронов, каких-то вот этих вещей. А в вашей обыденной жизни, что у вас, что в деятельности вот всех, руководстве всех подразделений, да, которые вовлечены в охрану, как используются вот эти новейшие достижения техники? Ну, я сразу на примере своей работы в прошлом в Нерюнгринском районе у нас в лесничестве был дрон, и он использовался. Он, в принципе, для наземного мониторинга незаменимая вещь, так как дает преимущество оператору видеть там, на десятки километров. Это как один момент. И при тех же пожарах с ним очень просто сориентироваться, как подъехать к пожару, где вода имеется, допустим, на территории, и также установить, откуда он пришел. В принципе, мы его использовали, замечательная штука. Единственный минус, что у любительских ограничен время полета, где-то может быть высота ограниченная и радиус действия. Ну, зато они доступны в цене, скажем так. Да? В принципе, у нас были доступны в цене. Ну и сейчас доступны. Скажем так, китайская экономика, это DJI же крупнейший производитель дронов. Просто мы же ставим целью не только там покалякать касаемо причин возникновения вот этих пожаров и так далее. Мы же, в принципе, можем и привнести предложение. Почему бы не привнести предложение, допустим, каждый наслед. Вот когда в Магарасах наша группа работала, да, Ачиров, там, Шостаков, в принципе, они обучили местных уже представителей администрации, наслега, да, обращению с дронами. В принципе, я думаю, что опыт, он пригодится сейчас для предупреждения. По-моему, даже в некоторых протоколах совещаний проходило именно в обязанности органов местного МСУ, прям, по-моему, стояло приобрести именно вот для этих превентивных мер, чтобы видеть, с какой стороны приходит опасность, что можно сделать, чтобы получить вот это вот время для, так сказать, маневра. Здесь же не только лесные пожары, здесь же еще есть какие-то освидетельственные мест рубок. Да, то есть посмотреть деляну, что-то еще, самовольный поруб. То есть это же многопрофильное. И если наземное патрулирование происходит, вот есть наземные маршруты, которые не утверждены, вот они доехали до крайней точки, запустили дрон, они туда, где уже маршрут закончился, проехать, скажем, нет возможности, расширили. Они уже могут запустить в конечной точке и осмотреть эту всю территорию, ну, ближайшую, в всяком случае. Что касается для авиационной составляющей, конечно, он нам не подходит в части мониторинга, потому что у нас расстояния большие, у нас маршруты по 400, по 500 километров.
естественно, что здесь применить мы не можем. Мы его применяем при тушении пожаров, особенно крупных. То есть, чтобы не гнать вертолет для осмотра и прочее, запустили с площадки, осмотрели, в каком состоянии кромка, что делается, куда там движение людей переместить, какие виды работы выполнять. Здесь это дело происходит. Но сейчас еще у нас есть дополнительная вспомогательная вещь. Это как видеокамеры, которые стоят еще, вы же в курсе, что стоят по многим населенным пунктам сейчас стоят видеокамеры. И еще, по-моему, 8 планируется, 6. или 6 планируется в этом году поставить. Она на 360 градусов крутится вблизи населенного пункта и видит порядка 30 километров. Видно. То есть в прошлом году тоже были моменты, когда фиксировались. Вот, к примеру, мы прекратили полеты, а она же крутится безостановочно. И если появляется какой-то значит, видимость дыма, то есть система фиксирует, как огонечек красненький, уже обращаем внимание, приближаем, интересуемся и начинаем действовать. То есть были моменты, когда авиапатруль закончилась, а после этого появляется, к примеру, дым-точка. Вот и уже начинает реагирование с населенного пункта. То есть у нас весь спектр, скажем так, достижений это все научно-технического прогресса он применяется. да, да. Но мы же понимаем, что основной способ обнаружения у нас авиационный, так как у нас все-таки инфраструктура слабая, да. Наземный способ мы применяем, космический — это как дополнение к тому, что мы имеем. К примеру, выскочили, на утро мы посмотрели, выскочили термоточки определенные. Мы уже планируем маршрут. Подтвердятся, бывает, что они не подтверждаются. Даже показывает спутниковая система, к примеру, 200 гектар, прилетаешь, а там коса или камень накалился. И, ну, это же тепло, которое дает спутнику. Спутник думает, что это пожар. Вот такие тоже моменты будут. Есть сложные срабатывания, но лучше перестраховаться, осмотреть, чем потом значит, пропустить данный лесной пожар, будут проблемы. У нас в прошлом году руководство республики подвергали критике за термин «сухие грозы». Да? Вы специалист в области экологии, специалист в области защиты экологии. Как вы думаете, сухая гроза, она может послужить причиной достаточно большого пожара? Сухая гроза — это как бы местный термин. Сухая гроза. Ну, естественно, что гроза без дождя не бывает, правильно? Хоть небольшие осадки, но не бывает. То есть идет грозовой фронт. Либо это внутримассовая гроза, либо это фронтальная гроза, в зависимости от того, какая ситуация метеорологическая складывается. Идет грозовой фронт, к примеру. Удары молнии происходят, начинает возгорание. Там разбитое дерево, начинает даже с вершины дерева. Следующая тучка, она может ее притушить. А потом через 2-3 дня подогрело, вот этот тлеющий где-то в коряге или где-то еще, начинает воспламеняться. Но я вам могу сказать на своем примере, потому что, слава богу, я начинал летчиком-наблюдателем, да? Налет у меня очень большой в этой части. И именно на моей практике мы обнаружили пожары по 10-15 пожаров сразу. Вот я лечу с парашютистами на борту, у меня 6 парашютистов на борту. И наблюдаю по курсу, скажем, один пожар через 3 километра. Вторая точка. Вот, и даже их пожаром не назовешь, потому что горит вершина дерева. В советское время у нас GPS-ок не было. Знаете, да? Сейчас это немного проще. Забил координаты. У человека, у инструктора имеется GPS-навигатор. Он уже пришел точно. А там компас. Здесь сверху посмотрел. То есть у них больше времени уходило, чтобы найти это дерево. Потому что дыма нет, огня нет. Где-то там высаживаешь в километре от данного дерево, к примеру, которое единственное дерево, которое горит. Вот ты его высадил, им надо найти это дерево, свалить и потушить. Поэтому грозы у нас действительно, пожары возникает очень много. И та статистика, которая действует по центральной России, а для нас она неприемлема. Если там, вы же смотрите, 90% человек, 10% прочие факторы, это российская статистика, там по центральной России, то у нас эта статистика абсолютно наоборот. У нас 90% это гроза, условно говоря, а 10% все прочее. Это весенние, осенние, вот эти человеческие факторы, ЛЭПы, ну и прочие моменты, которые могут быть. Так что я конкретно подтверждаю, что такой случай был. У нас в этом году, в прошлом году, то есть, у нас возникало до 40 пожаров в один день. До 40. Представляете, вот фронт прошел, 40 пожаров. Это что? Да у нас столько населения нету, чтобы тоже, с канистрами бегали и лес поджигали. Немножко акцентировал бы, тут не только гроза, у нас условия еще сами лесорастительные, то есть подстилка, то есть гроза ударила, дерево в щепки разлетелось, там достаточно маленького уголька, который попал в мох, и он тлеет. И бывает даже, вот он вглубь уходит, и даже если прошли осадки после этой грозы, то есть очаг может сохраниться.
Вот из этого проблемы. И то, что, о чем Сергей говорит, что один за одним. Сейчас по спутнику это очень хорошо. Прямо оно видно, когда фронт проходит, и они пошли прямо одна за одной. Прямо направление видно, в какую сторону двигался грозовой фронт. Даже когда мы на карту накладываем, вот просто берешь обыкновенную линейку, и видно, как прямая линия идет здесь, через там 3 или 10 километров. Еще одна точка, еще одна точка. И то есть практически куда смещался фронт, туда он и двигается. У нас раньше был еще грозопеленгатор. Там было вообще можно было конкретно видеть грозовые разряды. Аж красным становилось вот эти треугольнички красным по там 100 тысяч этих грозовых разрядов, которые проходили на определенной территории. И потом после этого мы уже планировали, что в течение от 3 до недели пожары там будут выходить. Вот первые 2-3 дня пожары сразу появляются. А потом с интервалом уже где-то до недели спокойно пожары выходят именно вот в этом участке, где прошли. Все-таки местность у нас, понимаешь, залежи, железа, там, металла, что-то еще притягивает. Ну и разбитых этих деревьев мы столько повидали именно. Но если бы я через это не прошел, я бы это не рассказывал. У меня был случай, когда парашютистов приходилось делить на самолете. То есть высаживали вот одно дерево, и там 1,5 километра второе дерево горит. Здесь 3 человека усаживаются, туда 3. Потом они где-то в определенном месте собираются. До такого доходило. А вообще был такой момент, когда из одного дерева возник один крупный лесной пожар. Одно дерево, всех рассадили, людей просто физически не было. Вот горит дерево, а сделать мы ничего не можем. В соседнем районе тоже не было людей. Через сутки привезли, уже площадь была большая. Так что гроза для нашей республики – это довольно-таки активное действие, от которых возникает много лесных пожаров. То есть, скажем так, обвинение в адрес некомпетентности в случае с применением термина «сухая гроза» оставим в сторону. Смотрите, перед началом вот программы мы поговорили, задали вопрос, как же все-таки отговорить людей жечь траву, там, небрежно относиться к кострам и так далее. Владимир Сергеевич говорит, либо это, либо рублем. Про рубль мы поговорили, да, то, что ответственность, скажем так, не только муниципалитетов, но и отдельных граждан, которые взяли путевки на охоту там, и так далее, она огромная. Сейчас система учета же есть, каждую проезжающую фуру фиксируют даже, да? То есть людей, выходящих в тайгу, начали, скажем так, брать на карандаш уже давным-давно. Недропользователей тех же и так далее. Поэтому, ладно, рубль. Чем еще? Какое еще оружие есть у здравомыслящих людей? Мы сейчас все говорим все вечно о кнуте, и а пряника-то и нет, получается. Да. Как сознанку-то поднять? Вот вопрос по практикам соседних регионов. Там рассматривались вопросы, может быть, поощрения сельхоз, скажем так, предпринимателей, да, кто не был задействован или не установлен как виновник лесных пожаров, может быть, поощрять их каким-то грантом дополнительным. Как раз за счет того виновника, которому он, ну, скажем так, по спискам проходил, должны были два сельхозпроизводителя получить там одинаковые гранты, либо государственную какую-то поддержку. Один был виновником пожара, допустим, прошлого года, а этот не был. И, может быть, как-то перекрестно, сэкономив на одном, поощрить другого. Может быть, в этом будет какой-то... Сейчас же уже в районах ввели Центральной России, там, где возникли пожары по вине вот, сельхозготовителей, с них снимают субсидии на сельское хозяйство, не дают просто дополнительно, понимаете? Здесь, конечно, убеждать можно всех, но тем не менее, даже я еще не видел ни одного научного заключения, которое говорит о том, что это полезно. Вот было бы конкретный какой-то институт, научный институт дал заключение, что выжигать это полезно, это прекрасно. Наверное, по-другому что-то бы думали. Но в настоящий момент такого нет. Даже здесь, которые проводили исследования, ну, нет такого заключения. Это как сотовый телефон, да? Вреда вроде бы не выявленного нет, но... И пользы тоже. Ну, пользы тоже. Да. Да. Нет, ну, польза есть. Мы на связи остаемся. По крайней мере, можем дозвониться до Владимира Сергеевича, чтобы, скажем так, доложить какой-нибудь проблеме. Но, понимаете, в моем понимании лучше выкосить эту траву, чем ее поджигать. Если ты выкосил ее, то и поджигать не нужно. А если ты потратишь она про запас, там что-то где-то
для следующей там тихоневки или что-то еще сделать, но ты же больше вредишь. И понимаете, сейчас климат поменялся. Проблема-то еще, вот возьмите 80-е годы и сейчас. Смещение минимум на 2 недели у нас пошло. Если в то время мы на пожары заезжали, там тушили сельхозпалы вот эти, были открыты только мари, еще даже озера не открывались, то сейчас наши охотники доблестные выезжают, уже в лесу снега нет. И они продолжают зажигать, думая тем, что мы же сейчас марь выжгем, а они думают о том, что потом все это в лес пошло. Если старики, как бы ссылаясь на старших поколения, мол, они же всю жизнь жгли, но они-то жгли, они-то с умом жгли. Они выбирали именно тот временной период весенний, когда в лесу все в снегу. Вот открылся пятачок на море, они его выжгли. Открылся другой, они его выжгли. А здесь заехали, выжгли, а уже в лесу-то ничего нету, снега-то нет. И все, и в итоге ты выжил не только свой участок, но ты еще лесной массив зацепил. И проблем столько создал для всей республики или там своего района. Вспомните 2011 год, когда сначала провели сельхозвыжигание в Амгинском районе, а потом вся республика там работала, чтобы потушить эти, потому что снега, как обычно, не выпало после 9 числа, и все. Один сплошной пожар на всей территории Амгинского района. Вся страна узнала, где они находятся. И в конце вот нашей программы я бы хотел все-таки, чтобы Владимир Сергеевич, не то что страшилка, это реальный факт. Пожар, который проходит 100 километров. Да, вот вчера вы говорили мне про линейку. Да, есть такой момент. Вот прошлый год, к сожалению, да, все-таки период работы у меня большой, но я впервые столкнулся с тем, что в прошлом году была максимальная скорость распространения лесного пожара 123 километра. То есть за сутки пожар прошел 123 километра. Ширина порядка, наверное, 15-20 километров. Конечно, там стечение обстоятельств, я понимаю, это рельефная местность, потом, значит, растительность, ветровая нагрузка, погода, ветер. Но сам факт, что пожар может за сутки пройти такое огромное расстояние, он должен всех насторожить. Сначала первый пожар, который тоже даже удивил, это первый пожар возник на Татинской территории, где перескочил федеральную трассу, которая шла в сторону Хандаги, и там даже было прекращено движение. Он за сутки прошел порядка 33 километров, и нам казалось это много. Но когда уже в июле месяце мы увидели пожар 120 километров, ну вы понимаете, какая интенсивность горения, то есть какие климатические условия стали для субъекта. Это ветер. Раньше такого ветра никогда не было, чтобы он неделю дул и в одном направлении. И мы вот наблюдали, что действует там порядка 20 пожаров, и в течение недели они в одном, ну на карте сразу видно, когда ты берешь снимок, в каком направлении, куда выдвигается пожар и как он распространяется. И теперь надо каждому подумать, что будет, если этот пожар пойдет на населенный пункт или на какой-то объект экономики. Его не остановить, потому что скорость распространения мгновенная. На десятки километров летят угли, да? То есть он же не сразу горит. Вот, то есть он выброс сделал там на 10-15 километров, там загорелось, дальше еще один выброс, дальше выброс, и потом все это соединяется, и получается один длинный большой пожар. Поэтому здесь надо быть очень аккуратным. И всякие вот эти зажигания, выжигания, я понимаю, сейчас еще весна, все думают, подумаешь, там снег, там прочее, прочее. Но сегодня снег, через неделю снега не будет. А привычка останется у человека. Здесь надо менять мышление и все-таки думать о последствиях. Спасибо, дорогие гости. Ну, в принципе, когда мы же в конце прошлого года наблюдали, как огромное количество людей, которые были задействованы на работах по тушению лесных пожаров прошлого года, ну, награждались памятными знаками там, и так далее. Просто огромная масса народу испытала на себе, что это такое борьба со стихией. Да? Я думаю, что это очень положительный опыт, потому что у энного количества народу поменялось вот это сознание. Они своими глазами видели то, что они слышат, возможно, от спецов. Можно я в диалог войду? У нас на примере мы проводим же постоянное весеннее вот по подготовке к пожароопасному сезону, скажем так, обучение тактике тушения лесных пожаров с мобилизованными, с добровольцами. И вот интересно на людей смотреть, те, кто поучаствовал в тушении пожара хотя бы раз, хотя бы на одном лесном пожаре был, и те, кто просто слушают в преддверии того, что он будет участвовать. Вот кто поучаствовал,
Он даже окурок не бросит, не затушив его, там, не смочив, не затоптав в лесу. То есть это на раз-два отбивает, скажем так, некультурное поведение в лесу. И я бы хотел еще сказать, что вот этот, на самом деле, очень состоятельный разговор с замечательными людьми, он прошел не просто так, чтобы он хотя бы у кого-нибудь здесь бы оставил сознание того, что стихия – это непреодолимая сила. Непреодолимая, страшная сила. Мы, еще раз говорю, вот опыт тех людей, тысяч людей, которые прошли через печальный опыт борьбы с лесными пожарами, этого не должно было быть. Этого не должно, Бескёль не должен был сгореть. По-хорошему, согласитесь? Но этот опыт, он уже есть. И я более чем уверен, что вся та техника, которая была задействована в прошлом году, она будет вовлечена в профилактические меры. Да? То, что на спашке, на минерализованных полосах и так далее. Что опыт распределения сил по республике заставит нынче более достойно встретить пожароопасность, который в нашей республике формально еще не начался. Но соседи горят, 87 регионов России горят. Там уже вовсю задействована тяжелая авиация, там Б-200 летают, вертолеты летают. Новосибирск весь в дыму, да? Ну, вот этот опыт, еще раз говорю, лучше учиться на ошибках других, лучше на себе не испытывать. Спасибо вам огромное, что пришли, еще раз говорю, просто поделились своим мнением, своим видением того, как люди должны вести себя для того, чтобы вот этот риск, огромного природного риска, бедствия, он был минимализирован. Это была программа «Один из нас», а одними из нас сегодня были Владимир Сергеевич Леонов, руководитель Авиалеса охраны, человек, который имеет огромный опыт борьбы с этим природным явлением, и заместитель министра экологии Андрей Коноплев. Спасибо вам. Зрителям хотелось бы пожелать, ведите себя как люди. Нормально. Вышли на природу, ведите себя как люди, а не как пятикантропы какие-нибудь. Особенно в преддверии этих праздников. Да. Май. Да.